Национальном музыкально-драматическом театре имени Виктора Гюгола. 82-й сезон идет активно. Художники, можно сказать, Карагас Намзадовна в этом году и исполняется столетие. Мы будем отмечать 15 сентября 105 лет Максиму Узовичу, 90 лет Клара Джамьяловна. Испокон веков, с 30-х годов у нас здесь работали и работают выдающиеся люди. Мы очень радуемся, что именно те люди, например, закончили Лгитмик в 50-х годах. Это Люндып Солнол, народный артист России, Анна Ширинол, Тартык Мугуш, Александр Салджак вместе с нами работают. И начиная с них у нас такие школы, школа Шукинцев, это Алексей Уржик, Челгасыч Методжи Шондар, Галина Мунцу, в этом году 40-летие. И поющие наши гнесинцы недавно отметили тоже свой юбилей. Вот такие студии, и Санкт-Петербургские студии, которые в 94 году закончили, это наши друзья мои, это Олекса, Эдуард Андар, Леонид Нехартон, Саяница, Елена Ожахия, и после нас в Гате 3-го года, опять же, Санкт-Петербургская школа, они полноценно тоже работают. После этого Сгатки и Ярославская школа закончили, ребята, они здесь работали, сейчас они работают в Кукольном театре, Московская школа, Владивостокская школа. Вот те школы, тут у нас, именно фундамент чисто творческой части всегда работали здесь, творили именно, начиная с Виктора Шужовича, руководили даже. И руководят до сих пор творческие личности, художники, режиссеры, писатели, драматурги, актеры в основном, И в 2016 году мы отметили 80-летний юбилей. После этого у нас активно начали работать здесь с федеральными театрами. К нам приезжали театр Маяковского, РАМТ, Российско-Крымский молодежный театр, театр российской армии. Сегодня мы работаем, приезд наших коллег из Москвы, театр Моссовета, там Томагаров, Ольга Хабо, Кусенко, Кончаловский. Такие известные наши коллеги, актеры, артисты, режиссеры. В мае приедут. В апреле ждем коллег из Элисты, Калмыки. Когда я начал работать с 2012 года, мы гастролировали Чечню, Якутск, Татарстан, Башкортостан, Хакасия и так далее. Мы так работаем общинно. И, естественно, по нашим хожунам отправляем масштабные спектакли, малосоставные группы, концертные номера, и в основном стационаре работаем. И хочу сказать, что именно, опять же, хочу повториться, что начиная с Виктора Шужовича, и как я помню, Канота Алаш Тагаланов здесь руководил, Альберт Кирович Хомуш руководил, Начал Горович Шалок руководил. После этого раньше у нас на Министерство культуры работала куратором, на 3 месяца всего работала. Женщина была Уйма Сейдболовна. И после этого с 2012 года я работаю. Но тут, как я помню, за 20 лет, 24 года сейчас работаю в театре. Начал Горович Шалок много сделал. Там он именно попал в тот период. Он еще сделал там малый театр
ну, общей силой нашей, театральной силой, да, вот там можно сказать, это малую сцену открыл там. Там ребятишки сейчас как раз там работают на базе нашего театра, кукольный театр. И вместе с Алексеем Вароловичем там вот то, что вот активизировалось наши гастроли по республикам, по странам. И мы продолжители вот этих всех начинаний. И я не согласен, например, да, вот то, что человек приехал, ну, там, исполняющий обязанности была, и говорит, что какие-то перемены были там, ну, я не согласен. Потому что всегда работали здесь люди, творили и до сих пор творят. В театре один человек ничего не может сделать. Это коллективная работа. Это здесь все те цеха, которые я всегда говорю, да, вот невидимый фронт, можно сказать, невидимые цеха, святая святых, которые готовят там декорации, бутафоры, художники, костюмеры, художники по костюмам, швеи, вот, цветители. Ну, целая армия, вот, зрительская служба, для того, чтобы создать на сцене хорошую, позитивную, душевную, интересную, вот, интересную работу. Драма, трагедия, комедия, там, все жанры, мюзикл, концерт театральный. У нас такая работа коллективная. И категорически согласен, что один человек может изменить это. Ну, мнение, конечно, учитывается, идея там какие-то, да, вот я всегда поддерживаю какие-то творческие идеи, да, всю жизнь. Представляете, всю жизнь на сцене вместе, в автобусе, в гостиницах, в разных лошадках, кожунах, поезде, самолете. Вот такая работа. И бережные отношения всегда это было. Это потому что без этого никак. Сними свои эти валенки на улице, вот так говорят наши преподаватели. Я почти месяц обсуждал с разными коллегами, разговаривал, открыто разговаривал. Мне вот предложили, потом вот наши выдающийся поэт, вот, писатель Александр Тажей сказал, что вот пора уже, сколько тебе, я говорю, там 39 что ли было. Потом наш Варлош говорит, давай, Алексей Варлош, давай возьмись. Он сам говорит, что я вот конец 80-х тоже так начинал. Потом Шолом Валерьевич тоже поддержал. Он пришел на коллектив, и коллектив сказал, спросил просто, вот кого? Вот, и вот предложили вот такого, так. Вот, я не смог отказаться, понимаете, вот, и я начал работать очень интересно и сложно было сначала, конечно. До сих пор я вот сейчас утром встаю, вот такая, у меня такая жизнь, в 6 утра встаю и в 7 утра спускаюсь пешком. И здесь тоже готовлюсь, вот, день как пройдет, с кем, каким образом, чтобы запланировать. Уже можно сказать, вот в образ вошел, что ли там называется, да. Человек работал чиновником в городе, да, его назначили, было таким читали, что, например, руководить театром. Как? Он немножко сложно будет, я думаю. Там в первую очередь творческий процесс, во-вторых, ну, компетентность, можно сказать, в-третьих, менталитет, ну, много чего. Иногда играть придется. Давить нет. Тогда на сцене ничего не получится. Весь мир театр, и люди в нем актеры. Сегодня не нужны нам споры, ведь для актера нет счастливее момента, когда из зала звучат ему